узнать, с вашей точки зрения, что из себя представляет сегодня театральная Россия в 2021 году? Ну, она, конечно, не гомогенна. Россия такая огромная, что, в общем, очень отличается. Перемещаясь по стране, мы попадаем в совершенно разные зоны и даже в разные времена периодически. Вот тут вот в Татарстане все очень хорошо, но есть, да, области, края, огромные расстояния, где с театрами все не так весело, хотя, в принципе, я должна сказать, что идет очень активная децентрализация, и что московские и питерские театры начинают потихонечку сдавать свои лидирующие позиции и проигрывать конкуренцию. В Москве это буквально несколько имен, нам всем хорошо известных, и мы знаем, что вот тут будет результат, а все остальные театры работают на много порядков ниже, режиссеры и театры, потому что молодые талантливые режиссеры уезжают в провинцию, уезжают в далекие театры и делают там замечательные спектакли. Вы можете приехать в Нягань или да, еще куда-нибудь дальше, в Мирный, на окраине север, в Якутии, обнаружить там очень современные, очень по времени спектакли, очень... То есть вот это, мне кажется, децентрализация один из самых важных сегодня трендов. Появилось огромное количество театра, который не работает нарративом и не хочет интерпретировать классику. Люди хотят делать свои тексты, или они просто пишут свои тексты. Например, там Коля Русский, есть такой режиссер, он просто ставит свои рассказы. Огромное количество молодых ставит прозу, где ты свободней, не какие-то придуманные 100 лет назад люди с очень короткими фразами разговаривают, а когда ты берешь большой роман и делаешь тот монтаж, который нужен тебе, как режиссеру. Ну, плюс свидетельский театр, документальный театр, театр горожан, вербатимы. И еще одно такое важное очень направление — это театр, который заступает на территорию контемпа, на территорию контемпорари, на территорию выставок, инсталляций, но работает там как театр. Илья Мощицкий, Сергей Чехов, вот такие вот люди. Ну вот, наверное, это еще. То, что происходит сейчас в мире, бесконечное ограничение, ковидная повестка, какая-то напряженность в политическом плане, она оказывает, и если да, то в какой форме она проявляется в театральном мире в этом году? Ну, вы знаете, у меня вот я 2 года подряд, собственно, 2 ковидных года, когда это все началось, и следующая была экспертом «Золотой маски». То есть я ездила бесконечно по стране, помимо там своих работ, фестивалей, обсуждений, еще «Золотую маску» смотрела. И у меня как раз ощущения от ковида очень хорошие, очень положительные, от того, как театр пережил ковид. Мы как-то все сплотились. Самое тяжелое для театра — это отсутствие зрителя, когда артист выходит, и перед ним пустой зал, и я несколько раз чуть ли не одна сидела в зале, или там сидело 10 человек, 15 человек, бухгалтерия и работники театра. И артистам было тяжело, но то, что все театры максимально продолжали работать, когда их закрывали, артисты начинали репетировать в Zoom, что-то придумывать, какие-то проекты, и как-то все очень друг друга поддержали, и с полным пониманием того, насколько нам сложно стали друг к другу относиться. Ну и плюс вышло огромное количество в этом году премьер, которые были отложены, то есть в 2 раза больше премьер в сезоне было. Вот, и мне кажется, что театр показал, что он выстоит, все нормально, мы выжили, выживем, мы сплотились, мы работали. Уже понятно, или пока еще нет, насколько он повлиял на сегодняшнее состояние и на будущее театра? Во что он может вылиться после этих событий? Ну, появилось, конечно, самое простое, то, что появились тексты, которые пытаются говорить о изоляции и о да, вещах, которые связаны с этим, там, об одиночестве, о том, что нет работы, нет денег. Появились социальные пьесы с этим связанные, которые пытаются это анализировать так или иначе.
Как он повлиял? Вы знаете, я думаю, если честно, что через пару лет все вернется на круги своя. Единственное, что, конечно, очень тяжело будет возвращать зрителей в театр, потому что зритель, 50%, 70% везде ограничения, люди боялись ходить в театр год, и много людей, моих знакомых даже до сих пор не ходят. Хотя, да, это странно, потому что в театре как раз всем меряют температуру, все надевают маски, все сидят через место, в отличие от метро, например, в Москве, которое забито всегда. Но мне кажется, что вот, наверное, будет тяжеловато вернуть зрителей его доверие, потому что люди разучиваются. Но я думаю, что это тоже наладится. Честно, мне не кажется это какой-то страшной катастрофой для театра. Мы просто, да, конечно, огромное количество смертей. Вот это вот самая страшная вещь, собственно. В нашей области это видно очень, потому что в Фейсбуке бесконечно обновляется лента, и мы теряем людей, которые могли бы еще 20-30 лет, там, как Эйпельбаум, например, это была очень тяжелая потеря для театра, ну и так далее. Вы понимаете, о чем я говорю. Вот это самое страшное. А так выживем, да, театр выжил. Кроме того, было бы очень интересно узнать вот современное состояние национальных театров. Понятно, они находятся в силу разных обстоятельств в каких-то табуированных границах внутри некой своей ментальности, национальных особенностей. Вот каково сейчас его состояние всех национальных театров? Я понимаю, что театр сегодня, по сравнению с тем, национальные театры, которые, я знаю их 15 лет назад, например, 15-летней давности, театры стали намного свободнее. И тюркоязычные все театры стали свободнее, но и не только, да, потому что это не только, да, проявляется просто. Вот я сейчас была, например, в Горно-Алтайске и видела там замечательный спектакль, где это поэтесса, которая живет в деревне, такая алтайская знаменитость, и она написала поэму «Через весь 20 век», и о женщине, там главная героиня женщина, и она батырка. Да, вот через фольклор и через миф, алтайский у них очень разветвленный, огромный миф, очень современное, очень смелое звучание об очень больных темах. Сейчас вот мы на ремесле будем смотреть там спектакль «Жеребий» Тимура Кулова, который заговорил да, от лица совсем вот коренных жителей, не городских, да, бабушки татарской деревни, которым дали голос, и дали голос не для того, чтобы они сохраняли традиции, с которыми, в общем, все нормально, будем честны, их сохраняли долго. Ну, то есть все меняется, да, но, в общем, у татар достаточно много сохранено и фольклора, и традиций, и там, элементов костюма, которые используются, и цвета, и узоры, и орнаменты. Там, у русских, например, ничего этого нету, вот как бы, чтобы вы понимали. Да, у нас там, в средней полосе России вот этого вот вообще ничего нет. Здесь как раз это очень чувствуется, вот это бережное сохранение, но при этом вот им дали говорить правду, им дали глубоко и сложно рефлексировать, да, Тимур дает своим героиням о том, что было по-настоящему, или вот Адамнер Ильгиза Зайниева, да, спектакль об очень страшных вещах, который говорит честно и говорит правду, не боится. Мне кажется, что, я помню, что давным-давно, лет 15 назад, да, наверное. У меня как раз был по абсолютному незнанию, это была моя вина, я была совсем начинающей критикой, я приехала на Навруз, я обсуждала спектакль Салавата, по-моему, и обрушилась, в общем, с критикой на драматургию, это была драматургия Туфана Минуллина, который сидел в зале, и он, в общем, был очень рассержен на меня, на мое незнание, на мою лихость, с которой я по молодости, значит, сказал, что вообще хватит, уже оставьте эту тему в покое, до брачного секса можно или нет, что есть вот другие проблемы. Но тогда действительно, там, не знаю, 5
спектаклей подряд занимались этой темой из разных регионов, да, тюркских театров. А сегодня этого нет уже, да, сегодня театры говорят свободно. Мне кажется, что это очень важно. И, конечно, спектакли в том же театре Камала на закате, вот, например, я видела спектакль Фарид Бекчентаева, они работают с современными текстами, с современными людьми, с современной драматургией, при этом сохраняя язык, сохраняя особенности, да, вот этого национального театра, но это уже не вот такое вот, да, такое общее фольклорное, а это намного более очень современный текст. Да, в Камал, например, каждый второй спектакль занимается тем, что говорит об очень сегодняшних людях. Насколько сейчас национальные театры актуальны в каком-то российском или глобальном масштабе? И, как, ну, с вашей точки зрения, что необходимо сделать, чтобы национальные театры стали интересны всему миру? Это очень больной вопрос, и очень большой, очень сложный. Понимаете, я нахожусь внутри сообщества. Я москвичка, родившаяся в Москве, которая выезжала в Санкт-Петербург на каникулы. Ну, то есть вот так вот я провела свое детство. И я ничего не знала о своей стране. Ну, вот как потом выяснилось, когда я начала ездить, и вдруг обнаружила ее огромные размеры, количество народов, языков, этносов, которые живут рядом со мной. Этих знаний у меня не было. Уроки географии ничего мне не дали школьные. И сегодня я, конечно, понимаю и знаю, ну, все равно это, да, не абсолютное знание, но я понимаю и знаю о том, что, в общем, Россия — это по-настоящему понимаю, не в смысле, что я прочитала это где-то да, во время Дня Конституции на стене, а по-настоящему глубоко понимаю, что Россия — это огромное многонациональное государство людей, которые очень разные, очень на разных языках говорят. Какая может быть функция, да, какая может быть задача у национального театра, что он может означать? Он может означать вот это: сохранение индивидуальности, да, сохранение языка, рассказ друг другу. И мне кажется, что понятно, что там на Наврузе, ну, до пандемийном, мы видели, что, да, тюркоязычные театры общаются не только внутри вот России, да, тюрки, но или СНГ ближних, но и более далекие друзья приезжали, и в том же Буинский был иранский спектакль, ну и так далее. То есть вот эти вот люди общаются между собой. Но что сделать для того, чтобы Москва, которая очень закрытый город, я видела, как, например, когда приезжает башкирский театр, в зале сидит башкирская диаспора. Когда приезжают, значит, буряты, аламжи там привозят они, или что там, как же назывался этот спектакль, простите, неважно, ладно, забыла, сейчас не буду вспоминать. Сидит там вот эта вот диаспора. Что делать для того, чтобы люди начали слышать вообще, да, в центральной России, понимать, что вот Россия не для русских, и это не русская страна, да? Вот это, мне кажется, главная перспектива театра, потому что все-таки театр занимается вещами сложными, глубокими, работает с травмами, в том числе с большими травмами народа. И, конечно, как только спектакль начинает говорить о вот таких серьезных, больших, сложных вещах, он становится всем интересен. Конечно, нужна государственная поддержка огромная. И в первую очередь национальным театром, потому что есть вот эта прекрасная программа малых городов, которая просто спасла в России вот эти маленькие театры, маленькие города, где совсем небольшое население, но при этом теперь театры больших городов с завистью с такой смотрят на эти маленькие города, что вот, может, нам тоже надо так было бы. Да, нужна, конечно, поддержка государственная и на очень серьезном уровне, на уровне поддержания языка, на уровне, да, создавать инициативы для написания новых текстов на языке, пьес, да, создание прозы, потому что это тоже все уходит. Авторы пишут по-русски, дело в интернете, конечно. Да, дело в том, что интернет русскоязычный, и дети маленькие сидят в интернете, смотрят по-русски мультики, вот, и на театре, конечно, такая
тяжелая большая задача лежит, потому что вот в театр, например, детей приводят за руку насильно, их приводят там лет до 13, да, и понятно, что, конечно, вот надо как можно больше играть на языке. Мне так кажется, мои ощущения. Тогда это будет общероссийским процессом. То есть, когда татарский театр или башкирский театр или там, не знаю, бурятский театр играют детские спектакли на русском языке, они работают наоборот, закукливание. Ну, то есть их не слышно. Вот был очень хороший спектакль «Волшебные очаги» в Киевском ТЮЗе, и я наблюдала совершенно замечательную историю, я очень люблю про нее рассказывать, ну, по татарской прозе, по рассказу татарского классика, спектакль на татарском языке, совершенно чудный, который говорит очень аккуратно, очень осторожно, нежно с детьми об исламе. И сидит полный зал русскоязычных детей с ушами, с наушниками, и они слушают это, открыв рот, потому что вот этот вот город, в котором внутри они живут, ну, немножко отдельно. А тут их пустили. И вот это было замечательно, когда татарские театры работают с русскоязычными зрителями, и да, в Камалы, когда люди берут перевод и в эту культуру погружаются. То есть, мне кажется, национальный театр, когда работает на языке, когда создает да, какие-то конкурсы драматургические, когда создает лаборатории, зовет русских режиссеров, зовет, да, включает это, он как раз работает на расширение своих национальных границ и вынуждает людей знать о себе. А почему, интересно, получается, что в русских театрах очень ставят, ну, очень редко, можно даже сказать, практически никогда, национальных авторов? Я не говорю сейчас про татарских, а в принципе национальные авторы не представлены на большой российской сцене. Смотрите, значит, это тоже вы задаете вопросы глобальные, мировые проблемы решаем. Конечно, во-первых, в Советском Союзе были инициативы, да, были институции, которые занимались вот этой национальной прозой, и она появлялась, когда Союз развалился и от нас ушли, да, огромное количество стран, людей, республик, мы все это потеряли, и у нас теперь нет этой прозы, то, что было, да, там Чингис Айтматов, которого ставили и ставят, кстати, до сих пор, да, и который национальный автор в том смысле, хотя, да, он пишет на русском языке, но он национальный в том смысле, что он вводит нас очень в культуру, да, в эту иную культуру, ну, кого нас, меня в смысле, вас не надо туда вводить. А сегодня, во-первых, насколько я понимаю, насколько я слышу от своих друзей из разных самых регионов, ее очень мало, этой прозы, и очень мало драматургии. Как показывает практика, драматурги растут 10 лет. Вот в Москве, когда появилась там первая Любимовка, театр ДОК, и это все начиналось, только через 10 лет появились по-настоящему вот объем пьес, которые можно брать и ставить, там, на 20, 30, 40 драматургов. Но это 10 лет, конечно, вот этот процесс необходимо начинать. Я понимаю, что в Казани это есть, и стараются это делать, но я бы не сказала, что это вот вообще много и распространено, да, поэтому как бы почему не ставят? Ну, наверное, во-первых, ставить нечего, во-вторых, просто не знают, возвращаясь к началу разговора. Люди из Средней России, которые не ездят в командировки, которые не связаны по работе, там, не знаю, с нефтью или с газом или с театром, да, и которые они вообще просто не в курсе. Ну, они знают, ну, вот есть татары, вот татар знают, а вот уже дальше, да, башкиры, на каком башкир языке разговаривают? Башкир — это Уфа, наверное, вот это вот начинается, да, потому что страна огромных размеров, и никто ее толком не знает, не знают. И потом есть один автор, которого ставит бесконечно, вы сами знаете. Ответ Гузель Яхина, которая просто взорвала Россию. И вот как раз к ней очень, я знаю, сложно относится и по-разному относится, собственно, в Казани. Но давайте будем честными. Она объяснила всем вот этим людям, которые
не в курсе были, да, что такое татарская культура, что такое татарская деревня, как тут жили люди, что случилось, да, как это со стороны. Она, правда, занимается не только этим, вот она написала книгу про поволжских немцев, да, тоже очень такую, тоже спорно, все начали ругаться тут же, но это, слава богу, ругаются и хорошо, значит, читают и слышат. Ну, в общем, я думаю так, если будут писать, то будут и ставить, потому что вот появился автор, его сразу стали ставить везде. Ну, тут еще немножко вопрос, если человек пишет на своем национальном языке, то очень сложно, допустим, русскоязычному создателю спектаклей просто даже прочитать его. Конечно. Нужен институт перевода, которого нет. Ну вот, например, сейчас от вас ушел Ильсур Казакбаев, у которого был спектакль «Беруши», Алжаса Жинадарова, пьеса, написанная по-русски про Москву, и что сделал, да, прекрасный Ильсур, он это все перенес на башкирскую почву, разделил языки, и получилась прям замечательная история. Ну вот есть такой еще путь. Но для этого режиссеры должны, конечно, работать с переводчиками. Переводчиков тоже нет. Ну, то есть получается, что второй путь, но наиболее короткий к завоеванию мира. Да, мне кажется, да. Хотите завоевать мир? Да, ну да, нужен язык, конечно, переводчики, проза. И не конституция, вот, допустим, как Институт Конфуция или там Институт Гёте, который продвигает... Да, это было бы прекрасно, потому что, конечно, вот там Московский институт Гёте, например, да, немецкой культуры, или польский культурный центр, они очень активно работают, они вот, например, проводят бесконечный, вот польский культурный центр сейчас провел замечательную лабораторию в Калининграде, соседи, ну, Калининград, Польша, понятно, и взяли современную польскую драматургию, которую в России вообще не знают, и режиссеры делали эскизы, и сейчас уже эти пьесы пошли. Ну, то есть о них узнали, их стали ставить. Вот поляки сами, да, не хотите знать нашу польскую пьесу, сейчас мы вас заставим, да, притаскивают. Конечно, да, это необходимо, и было бы здорово, если бы внутри России не только вот, да, немцы или поляки, или там, англичане, а если бы мы сами создавали вот это вот узнавали. То есть, в общем, собственно, сами народы должны позаботиться не только об условиях создания неких текстов и произведений искусства, но и институции продвижения этих искусств в общество. Ну, понимаете, что значит сами народы? У нас вообще-то один президент, одно правительство, Российская Федерация, все и башкиры, и татары, точно так же, как буряты, русские, и там, не знаю, да, кто угодно, какие-нибудь пермяки, платят налоги в казну. Позаботиться об этом, конечно, должно государство, для того, чтобы выделить средства, гранты, а потом уже, да, конечно, это должно быть от министерств исходить. Но вообще нужно об этом трубить, я думаю. Они просто не в курсе, потому что мы тихо, очень интеллигентно себя ведем. Вот, постучать каской, мне кажется, надо уже к ним и сказать: ребята, у нас тут проблема, нам нужна литература на языке. Да, то есть надо создавать, конечно, мы все очень интеллигентно себя ведем.